Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы сделаем расклад на 4 варианта. И он такой будет экспресс расклад по 3 карты, да, то есть прошлое, настоящее, будущее. Вот. Предлагаю вам выбрать понравившийся вам вариант. Буду раскладывать по 3 карты. Так, и еще раз. Так. Ну, начнем с первого варианта, да. Первый вариант. Прошлое, настоящее и будущее. Так, ну вообще, как бы первая карта, она у нас представляет прошлое, и она может нам помочь пересмотреть предыдущую ситуацию, да, какие-то освободиться от старых сожалений, от старых как бы ошибок, извлечь какие-то уроки, да. То есть по прошлому вам здесь благоволила удача, и возможно, вы как бы не пользовались возможностями, которые жизнь вам давала, да, в ситуации, которую вы загадали. В настоящем, как бы, ну, вообще тут 2 старших аркана, да, то есть сильные карты. В настоящем вы сейчас как бы умудрены опытом, то есть жизнь вас научила, скажем так, проживанию каких-то ошибок, да, вы получили колоссальный опыт и обладаете большой силой, большой мудростью, чтобы данную ситуацию как-то, ну, в принципе, настоящее у вас тоже прекрасное, да, то, что вы можете приручить кого угодно или взять ситуацию под свой контроль. То есть вы хозяйка положения или вы хозяин положения, да, в данный момент. Вот. Возможно, еще в прошлом как-то у вас все было так на самотек, на то, как карты ляжут, да. Вот. Но в данный момент вы владеете, у вас в руках есть сила, вы хозяин положения, так скажем, да. И будущее, паш пентаклей, то есть что-то в будущем вам придет в виде пентакли, да, в виде материальных каких-то, может быть, богатств, может быть, у вас решится ситуация какая-то, связанная с работой, и у вас будет какая-то денежная прибыль. Но в любом случае будущее, тут у нас паш пентаклей, масти пентаклей, они такие достаточно долгие, да, медленные. Там, если, например, у нас выпал бы рыцарь пентаклей, он бы очень долго бы к нам шел. Паш пентаклей — это тоже как бы какая-то новость, которая придет к вам не скоро, не скоро. Вот, но тем не менее будущее говорит нам о том, что материальный достаток, вам придет какая-то новость, связанная с материальным достатком. То есть, ну, придет какая-то прибыль хорошая, да. Вот.
Ну, как-то вот так первый расклад. Что у нас со вторым вариантом? Так, это у нас получается так вот. Прошлое. Сейчас как-то в сторону отложим. Прошлое, настоящее, будущее. Второй вариант у нас. В прошлом вы находились в каком-то отшельничестве и как бы, может быть, в каком-то неком отдыхе, если можно еще так сказать, или как бы бездействовали, или не знали, как действовать. У вас был такой период застоя. Вот. В настоящем у вас есть очень много страхов, но тем не менее будущее у нас светлое. То есть все придет в гармонию. Скорее всего, здесь ситуация как бы связана с вашим подсознанием, то есть у вас очень большие страхи в подсознании как бы есть, и карта такая глубинная вообще. Но будущее нам говорит о том, что все придет в норму, да, то есть вы не будете больше как-то бояться той ситуации, в которой вы находитесь сейчас. Больше не будете вот, как бы лежать, бездействовать, то есть возможно, вы боитесь каких-то активных действий, да, боитесь идти вперед, в светлое будущее, так сказать. Не нужно погружаться в какие-то глубинные проблемы и в них плавать, да, то есть и уходить, скажем так, в депрессию или что-то в этом духе. То есть нужно потихонечку начать двигаться. То есть ваша, скорее всего, ошибка в прошлом была в том, что вы бездействовали. И поэтому у вас сейчас очень есть много каких-то проблем глубинных, и поэтому вы оказались вот в таком состоянии, в состоянии депрессии, так скажем. Вот. Но будущее светлое, светлое будущее у нас, как бы ангелы встанут на вашу защиту, и как бы вам просто тоже нужно начать что-то делать. Вот. То есть вот это состояние, это была ваша ошибка, находиться в таком состоянии. Так, ну вот примерно такой второй вариант у нас вышел. Давайте посмотрим третий вариант. Так, прошлое, настоящее и будущее. Так. Так. Я курю кальян, прошу прощения, если это кому-то мешает. В прошлом вы находились в ситуации, в которой не видели, что из нее есть выход, да? Вы сами себя повязали по рукам и ногам и, ну, как бы закрыли сами себе глаза, не хотели видеть какие-то ситуации. Вот. Возможно, эта карта проиграется как карта развода. Возможно, так. Ну или еще другой вариант, то что сейчас на данный момент вы вроде как находитесь, ну скажем так, вышли вот из этого состояния. Но почему-то карта будущее нам выходит карта любовного треугольника. То есть либо другой вариант, кто-то разобьет вам сердце. Какая-то такая вот карта вышла на будущее почему-то.
Может быть, вы сейчас находитесь в ситуации в какой-то, в которой не хотели видеть, может быть, какие-то действия вашего партнера, не хотели, может быть, видеть, что у этого партнера, возможно, кто-то есть. И если, скажем так, вы не предпримете в настоящем какую-то ситуацию, да, то есть не откроете свои глаза, то возможен вот такой исход. То есть в наших руках поменять все, поменять будущее. То есть карты нам просто дают совет, какая ситуация может случиться, если вы, скажем так, не предпримете какие-то действия. То есть не обязательно, что это может случиться. Просто какие-то ваши действия могут привести вот к этой ситуации, когда кто-то вам ранит сердце. Или когда случится какой-то любовный треугольник. Вот. Вот примерно вот такой у нас третий вариант. Это у нас четвертый вариант. Это у нас прошлое, настоящее и будущее. Так. Но ситуация у нас связана тоже опять-таки с каким-то, с эмоциональным каким-то началом, с любовным началом, то, что у нас здесь кубки вышли. Вы не видели то, что вам дают шанс, скажем так, на какие-то взаимоотношения, да, с каким-то человеком. Ну или вообще, если у вас есть какой-то партнер, то вы как-то немножко от него отстранились. Но это в прошлом было. Но также прошлое нам показывает некоторые ошибки, да, которые нужно как-то пересмотреть. То есть вы были холодны с партнером, вот, и в настоящем выходит у нас карта надежды, карта звезда. На данный момент, конечно, в настоящем, в принципе, все хорошо, но вот на будущее выходит такая вот двойственность, то есть вы будете решать какой-то вопрос, ну, наверное, тоже опять-таки связанный с любовной сферой, да. Скорее всего, может быть, вы отворачивались от партнера из-за того, что у вас еще кто-то есть на примете, и вы в будущем будете решать, кому же отдать, скажем так, предпочтение. Вот. Ну, карты нам говорят о том, что вам в прошлом давали шанс в плане того, чтобы быть с каким-то партнером. Вы, видимо, его как-то не хотели рассматривать или что-то в этом духе. Мне очень интересно, как у кого это вообще ситуация проиграется. Если что, пишите в комментариях. Да, ну, конечно, по 3 картам все равно немножко сложновато смотреть. Вот, ну, вот такой вот был 4-й расклад. 4-й вариант, точнее. Спасибо вам большое за просмотр. Буду ждать от вас комментариев.